У Алексея рекорд намного более обширный. 16 побед, 4 поражения. Но это не должно вводить в заблуждение. Дело в том, что просто на Дальнем Востоке очень сильно развита система профессиональных вечеров, боев. И просто вот у него было больше возможностей выступать по разным версиям профессиональных правил. Ну, прежде всего по панкратиону. В то время как в Казахстане, как я сказал, клуб Алаш Прайд только 2 года как существует, но и бойцы, соответственно, вот в профессиональных турнирах участвуют очень недавно. Но, несмотря на это, вот казахские спортсмены в последние годы демонстрируют высочайший уровень. И, если раньше к ним относились так скептически, то вот в последние, наверное, года 2, если спортсмен из Казахстана, то ни в коем случае нельзя его недооценивать. И вот в мае, если я не ошибаюсь, был турнир очередной под эгидой Fight Nights, и там казахские спортсмены продемонстрировали высочайший уровень ведения поединков. Вообще, казахские бойцы – это лидеры среднеазиатского вообще единоборств, вообще всех, не только смешанных. И я думаю, что мы должны ожидать интересного боя, потому что в Казахстане существует такая, своя школа существует, некий свой стиль боя. Как правило, ребята разносторонне подготовлены, они хорошо и бьют, и борются. Вот чем-то напоминает среднеазиатская школа, вот она близка к нашей кавказской. То есть ребята и бьют, и борются. Нельзя сказать, что они там чистые ударники или чистые борцы. Вот смотрите, встречный правый кросс. Очень точно. Первый бой закончился очень коротко. Мы даже толком не успели войти в ход поединка. Но фактически все решил этот первый же удар Армана Оспанова. Встречный удар. Алексей гладиатор Полпудников, боец такого ударного стиля, ярко выраженного, любит руку. Как сказал он выходит из Саньды, да, он начал в традиционной ударной манере, много бил ногами, забыв, что здесь все может решить один удар, поскольку здесь перчатки не боксерские. Я хочу сказать, что Полпудников, в общем, попытался защититься уже в партере, он попытался пойти даже на болевой каким-то образом. Сначала ногами пытался оттолкнуть соперника. Но, вы знаете, мне вот сложилось впечатление, что, вот, как ни странно, при таком рекорде 20 поединков он провел по смешанным единоборствам профессионально. Как-то вот он, возможно, в состоянии гроги находится. Он просто растерялся, не продемонстрировал защитной техники. Но там, на мой взгляд, просто мощнейший удар он пропустил, и уже что в партере он пытался обороняться, рефлекторно он действовал. Да, можно по глазам посмотреть, что абсолютно потерянным выглядел, и рефери принял абсолютно верное решение, остановив поединок. Вы даже, если вот сейчас обратили внимание, рефери, когда подошел к Полпуднику, уже Арман Оспанов отошел, а Алексей еще находился в бою. Он даже как бы переключился на рефери. Он даже не понимал, кто. Вот, посмотрите, этот момент, он даже не понимает, кто, что, где, кто, что это не соперник. Понимаете, он пытается сделать треугольник рефери. Это значит, фактически он находится в нокауте, просто с открытыми глазами. Правый прямой, встречный. Это как бы школьная ошибка. Нарабатывают бойцы в ответ на лоу-кики. Встречные удары. Правша правый, левша левый. Алексей несколько расслабился. Раз удар вроде